Владимир Уйба дал старт республиканскому благотворительному марафону «Мы наследники Великой Победы». Акцию ежегодно организует Республиканский совет ветеранов. О ее начале в этом году глава Коми заявил на заседании Республиканского оргкомитета «Победа». Там же были озвучены и два подготовленных в этом году сценария празднования Дня Великой Победы. Такое решение было принято на случай продления ограничительных мер из-за коронавируса. Салюты, парады со зрителями и интерактивные концерты будут, но только в одном из вариантов. Есть вероятность продления праздника в онлайн-формате. Любовь Лапина расскажет подробнее. Официальная статистика говорит, каждый второй россиянин принял участие как минимум в одном мероприятии, посвященном 75-летию Победы. И это даже несмотря на то, что всю программу пришлось перекраивать буквально за последний месяц перед важной датой. Самыми популярными проектами стали «Окна Победы», «Свет Победы» и «Флаги России». Коми гордится в том числе и своим благотворительным марафоном. В нашем регионе есть уникальный опыт, отмеченный правительством Российской Федерации. Это республиканский благотворительный марафон «Мы наследники Великой Победы», который ежегодно организует Республиканский совет ветеранов. За счет собранных средств получают внимание и заботу те, кто в них так нуждаются. Ветеранам ремонтируют дома, покупают бытовую технику, мебель, оказывают материальную помощь. В прошлом году арбитражный суд, собрав деньги, купили телевизор ветерану Великой Отечественной войны, аппарат Государственного совета, холодильник жителю Печоры, кстати, уже умершему. Общественная приемная главы приобрела стиральную машинку, лично доставила в Микунь, узнику фашистских лагерей. В республике живет 3102 ветерана Великой Отечественной войны. Для них к празднику предусмотрены подарки от имени главы Коми, жилеты из овчины для мужчин и павлопосадские платки для женщин. А еще, что не новость, 1000 рублей единовременно труженикам тыла и 3000 детям войны. Что касается ремонта жилья, в нем сегодня нуждаются 11 ветеранов. На эти цели регион потратит еще 750 тысяч. В сравнении с большинством российских регионов Республика Коми были приняты более высокие обязательства по ремонту жилья ветеранов. Так, в республике проводились порядок жилые помещения не только фронтовиков, это участников и инвалидов Великой Отечественной войны, и жителей блокадного Ленинграда, но и граждан, которые относятся к категории дети ветераны Великой Отечественной войны. То есть это труженики тыла, вдовы участников умерших, инвалидов Великой Отечественной войны. В преддверии праздника 9 мая столица Коми уделит большое внимание оформлению улиц и зданий города. В самом же праздновании ожидается нововведение. Например, такой арт-проект, как «Риа Рита. Радость Победы». На площади будут звучать танцевальные мелодии 30-40-х годов в исполнении духовых оркестров. Сыктывкарцам будет предложено окунуться в атмосферу победного вечера после войны, примерить на себя наряды тех лет, станцевать под музыку военных лет. Стоит сказать, в этом году из-за ограничительных мер составлено целых 2 сценария, как мы будем отмечать великую дату. Конечно, салюты, парады со зрителями, интерактивные концерты будут, но только если снимут ограничительные меры. Пока что рассматривается вариант проведения праздника и в режиме онлайн. Любовь Лапина, Анна Зубарева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.